В эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Депутаты Илтумен поддержали проект федерального закона о посещении общественных мест при наличии QR-кода. Праздник к нам приходит, а именно в Булунский Улус. Юным жителям доставят новогодние сюрпризы уже сегодня. Положительное заключение получил проект моста через реку Вилюй. В какие сроки планируется возвести объект? Депутаты Государственного собрания республики большинством голосов поддержали проект федерального закона, предусматривающий посещение определенных общественных мест при наличии QR-кодов. Отмечается, что документ поддержали 43 депутата, против выступили 12, воздержался 1. Также парламентарии подготовят предложения по доработке законопроекта, в том числе по перечню мест и организаций, для посещения которых потребуется QR-код. Согласно проекту закона, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом мера не затронет аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. До 1 февраля граждане, не получившие QR-кода для посещения этих мест, могут предъявить отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Между тем, россияне с положительным ПЦР-тестами, не сообщившие о заражении коронавирусом, смогут получить документ о перенесенном заболевании, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Этим людям предложат сдать анализы на антитела. Те, у кого результаты будут положительными, смогут получить сертификат о перенесенном заболевании сроком на год. Количество антител не будет иметь значения, уточнила Голикова. Вице-премьер отметила, что такую возможность предоставят россиянам, которые получили положительный ПЦР-тест после 1 января 2021 года. Более того, граждане, которые не сдавали анализы на COVID-19, но считают, что переболели, тоже смогут сдать тест на антитела. Если он окажется положительным, они также получат сертификат, но он будет действовать полгода. Детей не будет касаться закона о QR-кодах, также от них не будет требовать ПЦР-теста, заявила Татьяна Голикова. Отметим, закон о QR-кодах предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или перенесенном COVID-19. Предполагается, что первое чтение закона состоится 16 декабря. Напомним, 10 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года. Всего до конца года в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тысяч доз вакцины «Спутник-М». Продолжаем тему. Оперативный штаб республики разъяснил, кого будут размещать в обсерваторе, открытом в связи с омикрон-штаммом. Об этом сообщила замруководителя оперштаба вице-премьер Якутии Ольга Балабкина. Так, в обсерватор будут помещены люди, которые прибыли из стран, где выявлен штамм омикрон. Обсерватор открывается не для больных, а для всех прибывших из стран, которые находятся в списке, определенном Роспотребнадзором, уточнила она. Ранее стало известно, что в регионе разработали план противодействия штамму омикрон и открыли новый обсерватор. К другим темам. Юные жители Булунского Улуса в преддверии Нового года получат подарки от резидентов технопарка «Якутия». Этот новогодний сюрприз им доставят обычным рейсом уже сегодня. Более подробно в материале нашего корреспондента. 140 сладких наборов для юных северян отправили институты развития региона, технопарк «Якутия», корпорация развития Якутии и венчурная компания «Якутия». Специально для этого были созданы новогодние коробки резидентами технопарка. Я один из разработчиков подарка. Все мы делали сами, дизайн. Здесь присутствует игра через маску в Инстаграме. Это тигренок Аял. Наша цель – передать через подарок историю о тигренке. То есть сама ценность подарка еще в том, что это история о нем. И это не случайно, ведь буквально через несколько недель наступит год водяного тигра. И чтобы поближе познакомить юных северян с символом года, резиденты технопарка придумали необычную упаковку этих подарков. Здесь вот есть игра, где можно посмотреть, что это за тигренок. Он там делает шоколад из снега. Вот. Мы возлагаем надежды, что подарок детям понравится, потому что он необычный,
Он интересный, у него есть символ, своя история. Мы с резидентами, с нашими коллегами планировали отправить подарки в Булунский район, да, и узнали, что сегодня как раз будет вылет. И вот решили тоже воспользоваться этой идеей, да, и вот отправляем 140 подарков детям Булунского района. Напомним, это не первая акция резидентов технопарка и специалистов Мининноваций Якутии по благотворительности. Как сообщил Георгий Андреев, такие мероприятия министерство всегда поддерживает и старается участвовать в них. Поэтому в преддверии Нового года маленькие северяне не останутся без подарков. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» запустит регулярные рейсы из Хабаровска в Нерюнгри с 17 января 2022 года. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Напомним, что единую дальневосточную авиакомпанию создали в 2021 году на базе предприятия «Аврора». Парк воздушных судов насчитывает 20 самолетов. «Аврора» на регулярной основе выполняет полеты не только по России, но и по международным маршрутам в Сеул, Пусан и Токио. Якутия и Монголия планируют расширить гуманитарные и торгово-экономические связи. Глава Якутии и генеральный консул Монголии в городе Иркутске обсудили проекты, направленные на расширение взаимодействия между Якутией и Монголией. Стороны договорились и дальше укреплять гуманитарные связи, а также расширить торгово-экономические связи. В 2021 году внешнеторговый оборот Якутии с Монголией увеличился более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Основную долю экспорта составляет сжиженный природный газ. Участники встречи положительно оценили обмены между университетами, научными и культурными учреждениями. Отметим, что в 2021 году отмечается столетие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Сегодня в Якутске прошла отчетная встреча якутского филиала акционерного общества «Полиметалл» с администрацией Верхоянского района и представителями общественности и организаций. В ходе этой встречи было информировано о продленной работе на территории Верхоянского района и о планах на 2022 год. Компания «Полиметалл» на территории Якутии присутствует с 2016 года, а с 2017 активно занимается всеми вопросами, начиная от добычи серебра, заканчивая поддержкой социальной экономических развитий 2 районов республики. Это Верхоянские и Тампонские улусы. Сегодня об этом рассказали в ходе отчета встречи. К примеру, «Полиметалл» ежегодно выделяет более 10 миллионов рублей Верхоянскому району. Благодаря этому район строит детские спортивные площадки, обустраивает территории, закупает различное оборудование для школ и клубов. 2017 года, если смотреть, сумма, она, конечно, больше. В целом мы, как и целенаправленно, рассматриваем ежегодно в начале года проекты, в которые мы будем, так сказать, вкладываться, помогать и вместе делать. Это и школы, и сады, и школы творчества, и все самое необходимое, которое с точки зрения администрации, с точки зрения жителей и нашей точки зрения, мы это активно обсуждаем и начинаем заниматься этими проектами. Проект строительства моста через реку Вилюй получил положительное заключение глав госэкспертизы России. Возведение объекта запланировано с 2022 по 2026 год. Важная транспортная артерия позволит использовать этот участок федеральной трассы круглый год. Так, по поручению президента России до 2030-го республика должна быть обеспечена круглогодичными бесперебойными маршрутами. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал руководитель УПРДОР Вилюй Николай Андреев. Кроме того, глава управления рассказал, что в этом году в целом отремонтированы и приведены в нормативное состояние 132 километра дорог. На следующий год объем работ будет еще больше и составит 137 километров. В этом году дорожники справились со своей задачей досрочно. Это нас очень радует. В этом году 132 километра мы ввели объекты. Это по автодороге Колыма и по автодороге Вилюй. Также ремонт искусственных сооружений тоже ввели досрочно. Мы продолжаем участки реконструкции. До сих пор наши подрядные организации находятся на объектах и работают по 20 декабря.
В Нерюнгри продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. На 2022 год для участия в программе подано 3 заявки. Какие дворовые территории претендуют на благоустройство, расскажет Ирина Кичигина. С 30 ноября Министерство финансов Якутии начало прием заявок на предоставление субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры. Для участия в программе готовятся дворовые территории домов номер 37/1 по улице Чурапчинской, 19 по проспекту Ленина и 27 по проспекту Мира. Значит, здесь есть как финансовая господдержка, значит, также есть и долевое участие жителей, денежное и неденежное. Денежное, то есть это взнос определенный, и в неденежном выражении это трудовое участие, либо посадка деревьев, уборка территории, окраска там ограждений. Городской бюджет увеличил свою долю в софинансировании с 15 до 48%. Общая стоимость одного проекта составляет 2 600 000 рублей. Главной целью проекта является вовлечение граждан в решение вопросов местного значения в благоустройство дворовых территорий. От инициативы и активности самих жителей зависит, на какие цели направить денежные средства. В этом году совместно с жильцами, наиболее активными жильцами дома номер 37/1 по улице Чурапчинской, мы подготовили заявку для участия в программе поддержки местных инициатив. Предварительный проект у нас уже готов, собрания с собственниками проведены посредством онлайн-голосования. Источники и размер софинансирования определены, инициативная группа создана. Все условия конкурса выполнили. Остается нам только ждать и надеяться на победу. Программа поддержки местных инициатив – это механизм, в котором слаженная работа жителей, управляющих компаний и муниципальной власти дает результаты в виде преображенных улиц города, а следовательно и повышения качества жизни в городской среде. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. 4 новых котельных откроют для ликвидации аварийных объектов до конца текущего года в республике. В рамках инвестиционной программы предприятие ЖКХ Якутии за год ввело 8 котельных и перевело на газ 5 объектов. Так, в 2022 году планируют ликвидировать еще 24 аварийных котельных. Сегодня на балансе предприятия находится 102 аварийных, ветхих и деревянных котельных. Кроме того, предприятие выполнило все плановые задачи по завозу топливно-энергетических ресурсов, что позволило своевременно начать отопительный сезон и запастись топливом до открытия автозимников. К этой минуте у меня вся информация. До новых встреч в эфире.